Мы все под увольнение, автобусы продаются. И этой компании надо же платить лизинг, мэрия не платит нам, все. Этот водитель работает в Ярославской транспортной компании, водит автобус по Заволге, но лица своего показывать не хочет. Неделю назад стало ясно, ЕТК отказывается от 13 городских маршрутов. На линию уже в конце года могут не выйти 49 автобусов большой вместимости. Более 200 водителей и кондукторов могут остаться без работы, переживает шофер. 9-й день сегодня задержки. Зарплаты нет, город не переводит деньги, говорят. Вот и все. А у всех семьи надо кормить. Кредиты у всех висят. Уже по рассрочке пошли. Что, банки не будут спрашивать, какая там у вас ситуация. Кредиты надо платить, надо платить. Все, сейчас мы увольняемся. Сейчас на Новый год нас оставили вообще без работы. Предприятие работает в убыток, подтверждают в ЕТК. Заволжские маршруты, а в их числе автобусы номер 21, 22, 24 и 32 нерентабельны. Потому перевозчик решил от них отказаться. И в новом конкурсе на перевозку пассажиров участие не принял. В середине декабря были объявлены конкурсы на наши маршруты, которые мы обслуживаем в Заволжском районе. На этот конкурс мы не заявились по причине того, что нам не нравится, как в данном случае происходит финансирование, непонятная схема абсолютно. После этого мы написали письмо, что мы готовы уйти из городских перевозок, поскольку конкурсы на наши маршруты проведены, на них желающих больше не было по нашей информации. И финансовое состояние нас не устраивает. Директор департамента городского хозяйства Николай Степанов рассказал, мэрия проводит новые конкурсы, и из 13 заволжских маршрутов на 5 уже работает частный перевозчик. Еще по 4 ведутся переговоры, а возможность работы на остальных пока остается за Ярославской транспортной компанией. Но без сокращения маршрутов не обойтись. Возможно, 1-2 маршрута мы сократим, которые накладываются на другие. То есть есть параллельно идущие в этом же направлении другие маршруты, благодаря которым жители могут добраться. Но в целом, значит, как минимум 11 маршрутов остается. Хочу сказать, что единственное, у того перевозчика были автобусы большой вместимости, а сейчас будут они замещаться автобусами ПАС. Соответственно, конечно, количество автобусов будет на каждом маршруте увеличиваться. Времени не час пик, но в этом автобусе под номером 21, который следует от Красной площади до поселка Очепки, нет свободных мест. Этот востребованный для пассажиров маршрут уже завтра прекращает свое существование. Этот большой ЛиАЗ заменят на маленький ПАЗик. Жители города к таким изменениям не готовы. Что толку-то на маленький? Там как селье в бочку набьется и давить будут друг друга. Вот вы поездите каждый день, мы ездим каждый день. Ну и полный автобус народу. Ну, это кошмар. Если кондукторов, говорят, не будут вроде сокращать на автобусах, водителю деньги передают. И может быть, аварийные ситуации могут быть. Короче говоря, все, что не делается, все к худшему, а не к лучшему для нас. В мэрии подчеркнули, речь идет об изменении вместимости автобусов. Льготы на проезд в общественном транспорте никто не отменял. Что касается судьбы водителей и кондукторов Ярославской транспортной компании, то здесь сокращение персонала не подтверждают. По версии руководства ЕТК, водителям хватит работы и без заволжских маршрутов. Светлана Доброхотова, Олег Лушников. День в событиях.